общем, 2 часа утра, еду к реке, буду подниматься по реке до верхней избушки. Зимы уже там не был, надо посмотреть, убраться там, еще что. В общем, надо съездить. Но уже возле реки. Вот сегодня 22 мая. В каком состоянии река. Уровень уже упал вообще. Вот здесь еще до ледохода мы стояли с мужиками. Обсуждали что-то, смотрели. А вон на сегодняшний день какая ситуация. Солнце поднимается. Вот наша лодка, надо спустить, собраться и поехать. Поехать до избушки. Все, собираемся. Поплыли. Все, собрались. Плывем. Поедем. Как всегда, со своим другом верным. Доплыли до нижней избушки. Вон. Зимы уже здесь не были. Зимой только приезжали на буране. Вон утка там сидит. Сейчас улетит вот. Не знаю, на видео. А, две утки. Две утки, да. Чернеть или
Я не знаю, сейчас посмотрим, поближе подойдем. О, улетели. Не знаю, на камеру там зафиксировали, нет. Все, пусть живут. Здесь тоже вот ветки поломались. Надо приезжать, убраться здесь. Все. Крупные такие ветки вон. Так, ладно. Ну что, в принципе, лодка на месте, баня на месте, дрова есть, никого не было тут. Все на месте. Немножко подубраться тут. И еще сейчас еще избушку посмотрим, в каком состоянии. Так, все на месте, крыша на месте. Коробка там. Все в порядке. Тепло здесь. О, жара. Все. Тепло. Ну что, Айда, едем дальше. Будем дальше ехать. До верхней избушки нам сегодня еще надо доплыть. Что-то первоначально моторка тоже барахлила. Оказывается, от внешнего бака шланг. Через этот шланг идет топливо, бензин. А груша, оказывается, не работает. И бензин обратно стекает. Короче, мощности насоса не хватает, чтобы сосать бензин в мотор. И пришлось там самим верхним, что вот на моторке бачок 1,5-литровый. Туда заливаю бензин и еду дальше. Приходится так ехать. А внешний бак, который со шлангом, сегодня не хочет работать. Все цветет, комаров пока, смотрю, нету. Черемуховые, все деревья белые. Главное, чтобы заморозков не было. И все будет отлично. Собака бесится, не может нарадоваться. На волю отпустили, линяет, как беспризорник. В общем, все идет по плану, едем дальше. В общем, полпути уже проехал. О, тут тоже какое-то озеро, видимо. Течет ручеек. Птицы сегодня активно поют. Очень красиво. И вот так я заправляюсь. Приходится сегодня так заправляться. Ехать. Опа. Все, почти полный. От груша что-то. Груша случилось. Какой-то шарик отлетел. Шарик. И отсюда, наверное, отлетело, вот вышло. И бензин не поднимается. Короче, приходится заправлять вот в этот бачок. Тишина, ветра нету. Комара нету. Красота. Вообще здорово. Самая красивая пора для походов. Охота закончилась. Но для похода вообще идеальное время. Ладно, едем дальше. Вот первый завал. Такой средненький. Поперек реки береза свалилась. И придется перерубить здесь, наверное, может. И дальше проедем. Или тут можно, в принципе, вот этот
сучок срубить и там проскочить. Короче, проскочили. Все нормально. Едем дальше. Остановился. Решил посмотреть. Непонятно, что тут кто творил. Земля вся вырыта. Иди. Эй, Дамон. О, смотри. Кто тут? Непонятно кто. Или медведи, ёб твою мать. Вот же следы. Медведи. Ничего, перепахали они. Нифига себе, проснулись. Во-во-во, отчетливо видно. Во следы. Свежие еще. Ой, ноги, фу. Вот здесь копали. Они, наверное, здесь близко. Ничего себе. Все, перерыли тут. Первый раз такое вижу. Первый раз. Чтоб такое количество земли вырыли. Лодка. Рядом уже избушка. Где-то 1,5 километра, наверное. Может, меньше уже. 2 поворота осталось. Ё-моё. Их еще не хватало тут. Мы не нужны. Ты смотри. Вот это да. Сколько силы потратили они здесь. Че они ищут-то? Гортад муна. Целая семья, наверное, здесь обитает. Ну нахуй. Надо сматываться отсюда. Вот это да. Я удивлен. Честное слово, я удивлен. Первый раз такое вижу. Первый раз. Вот это выкопали, вырыли тут. Собака чует тоже. Вон, пойди. Следы портишь, бля. Вот след хороший виден. В принципе, одинаковые следы. Такая колея. Все вырыто тут. Ну, что-то чувствует она. Да. Нормальный ход. Где-то метров 20, наверное. Ширина 3 метра. Вот такое вырытое место. Я думал, кабаны здесь прошли. А? Нифига. Вон когти, блин, какие. О, видел? Когти. 4 штуки. Вон в идее. Мой-то ёй талант. Да. Мишки тут поработали. Все. Едем дальше. Опасно тут. Даже ружья у нас нету. Они сейчас с малышами
Не, уйдем. Уйдем. Не будем их трогать, дышать. Короче, поехали. Фу. Собака переплыла речку. Он на том месте она оставалась. Что нюхала там. Ну мы, Овен. Да. Мы тоже доехали. Сейчас будем к избушке идти. Груза сегодня мало. Там ведро, рюкзак, пила и топор. Куртка еще. В принципе, лишнего ничего нету. Налегке на одну ночь. Ночь переночуем и посмотрим, что дальше. Дела, если все успеют сделать, долго не будем задерживаться. На улице вообще тепло. Даже жарко. От речки еще до избушки пешком приходится идти. Лес такой. Березы, елки. Тут уже избушка видна. Далеко уже осталось. Да, походу сейчас самое то ходить. Чуть-чуть жарко. С собой воду взял и так вот путь. Черника готовится к цветению. Будет скоро цвести. Вот наша избушка уже. Наконец-то дошли. Еще осталось Гагарбе. Ну вот и все. В принципе, трава на месте. Вот здесь такой бардак. За всю зиму оставляем. Сам приезжал. И охотники еще приезжали. Вот за этим я и приехал. Чтобы все убрать отсюда. Этот мусор. И в бане ремонт еще надо сделать. Крышу новый рубероидом покрыть надо. Здесь вроде все еще нормально. Беседка стоит. Все стоит. В принципе, будем обживаться. Раздеться сперва надо. Я по-теплому оделся. Так, началом зарокрика. Дайте узнюшать чины. Все в порядке. Все в порядке вроде. Жили, были. Бардак вроде не оставили. Сейчас на улице 22 градуса. Тепло. Все, доехали. День начинается с чашкой чая. Сейчас, наверное, чай сперва сделаем. Так, для начала костер. Там уже чая что-нибудь будем думать.
еще сухо. Пожар опасно. Костер сделаем небольшой. Костер быстро сейчас летом загорается. 10 минут, чай готов. Чего лаешь? А? Ну вот. Не прошло и 10 минут. Чай закипел. Еще будем пить чай, покушать и по расписанию что-то делать. Муравьев сколько? Где-то рядом, наверное, муравейник там, в той стороне. И их очень много. Костер разобрать сразу же. Все. Сейчас он потухнет. Водой еще полью для безопасности. Нормально будет. Вечереет. 4 часа уже. 4 часа вечера. Целый день бездельничал. Вот. Жую яблоко. Обязательно всегда чищу. Всякая химия там на корке. За целый день что я сделал? Лежал на нарах. Ничего я не делал. Поднимался на крышу, вон трубу удлинил. Где-то метр, наверное, вот. Такой самодельная труба. И одну трубу как-то приделал. Чуть-чуть диаметром поменьше, но еле-еле как-то засунул. Пусть стоит так. И вот еще. Что я сделал. Не знаю, как там правильно сказать. Но все уже здесь сгнило, и поменял вот эти доски. Плахи такие. Кусфарной спилил. Дерево напополам. 4 штуки. 3 сверху и 1 напополам еще. И все. Немножко здесь убрал, там поленницу на свое место сложил. Ну что еще? Рассказывать нечего. Вот сижу, смотрю на деревья. Высокие, шатаются. Ветер поднялся, там тучи пройдут, там кратковременный дождь, наверное,
В некоторых местах даже идет. Вообще жарко. Днем сколько? Где-то в обед 30 градусов было, 29-30 на солнышко. Вот и проходит первый день. Вон там туча тоже. Самолеты летают, пожары смотрят. Низко. Низко один раз видел, пролетело там в сторону севера. С южной стороны. Короче, вот какая труба. Там сзади дырка небольшая, но, надеюсь, не будет мешать там тяге. Если уж будет мешать, то будем проявлять, поменяем или еще. Может, вообще уберем туда. Вот безопасность у меня. Костры такие. Мангал. Там защита тоже. И печка. Летом вообще надо быть осторожным. Сейчас все сухое, трава вон. Вон так сухо. Если не осторожничать, всякое может быть. Ну что случилось? Айда! Мыйна! Мыйна Никсан! Сейчас куда-нибудь сходим, прогуляемся. Да. Что дома сидеть? Завтра будем баню ремонтировать. Баня у нас там, крыша течет. В прошлом году уже все протекало там. Если завтра дождя не будет, будем здесь работать. Что творится на крыше. И здесь вот протекает, там внутрь все течет. Комары там. Комары уже есть. Видел, сколько их. Это не комары, а что-то какие-то. Нет, комары. Комары. Угу. Вообще-то крепкий, все крепкое сейчас. Не знаю только почему течет. Недавно, пару лет назад только делал. Обычно осенью тут моюсь. Один раз, может, или два. Ну, где-то вот лопнуло, рубероид лопнул. Не знаю, где там. Блин, разбирать это. 150 гвозди. Фу. Ладно. Разберем, сделаем. Нет проблем. Все гниет, блядь. Все надо ремонтировать каждый год. Вообще идеально там. Пока комаров нету. Вообще кайф. Албаяйда. Ветлам гычичка. Ветлам. Опять увидел медвежьи следы. Вон как отчетливо видны. Вон какие. Лапа такая. Вон туда куда-то пошли. Может, через реку перешли. Хрень его знает. Вокруг избушки кругом следы.
знаю, дни и те самые, может, тоже, что и там, ниже избушки, которые копались там. Вон с этой сайта. Лодка на ходу. Блядь, уплывет на. Вон! Уйди. Вот что творится на озерах сейчас у нас. Непонятно, что идет с небес. Вон какой осадок. И после этого еще рыбу ждать, чтобы рыба была в озерах или в реках наших. Да не будет ничего. Вон что творится. В принципе, сейчас, наверное, от березы что-то там эти почки выпадают, там какой-то шлак вон. Непонятно что. Все должно быть чисто. Вон что творится. Ё-моё. Да. Пол-9. Уже чай скипятил. Ночевал. Выспался. Все нормально. Утро сегодня ветреное тоже. Сейчас чай попью и начну работать. Вот так и завтракаем. Сыр, хлеб с маслом. Для начала хватит, потом поработаем. Аппетит разыграется. Что-то обычно аппетита нету. Я сейчас вот думаю, весной желательно, наверное, лучше взять полуфабрикаты, консервы. Все жарко, на улице костры тоже делать опасно. Там консерву открыл, там съел с хлебом. И все. И времени меньше уходит на этого, на готовку. Все надо успеть. Приедешь на день-два. Туда надо, сюда надо. То надо сделать, это. Ну, вчера я ленился. Вчера праздник был.
праздник работать нельзя. Только если к вечеру что-нибудь делать. Сегодня посмотрим. День только начинается. С утра 22 градуса. Плюс 22. Сегодня опять 30 будет. Вчера вечером домой звонил. И дома вообще ураган такой был. Ветер. Здесь в лесу. Лес гудит. Но чтоб такого ветра незаметно было. Но по звуку там, по шатаниям леса можно определить там метров 7 в секунду, может максимум 10 поднимался. Дома еще круче ветер был. Ладно, чай. Чай попили. И то начался. Вот так. Ну что, вскрытие показало, что у нас незначительная дырочка там наверху. Там дырочка, там. В основном протекала вот тут где-то. И вот здесь дырочка от гвоздя, может там где-то протекала. И внутрь бани еще там все текло. Короче, по-новому сейчас рубероидом застелим там. И... Но это без шифера, без профнастила, наверное, это ненадолго. Потому что я как-то сделал вот с такими щелями, ну, чтобы сверху еще там закрыть. Но все равно там гнется, там лопается зимой под навесом снега, под морозом. На морозе там не выдерживает ничего. И почва, тут грунт еще глина. И баню даже шевелит там. Короче, все против меня. Что не сделаешь. Но все равно будем стараться что-то делать. И я стелил как-то, наверное, ради экономии еще вертикально. Рубероид еле-еле на тот момент хватало из-за этого так. Ну ничего. Так, вот 15-метровый рулон, третий кусок отрежу. Вот тут еще 1, 2, 3. 3 не хватит, но так, еще третий будем резать и застелим. Что получится, посмотрим. Так, все, продолжаем работать. Сколько мусора? Ну, половину уже покрыли рубероидом. Ну, хочу показать, сколько мусора тут. Вон, видел? Накапливается. Там между двумя досками. От этих деревьев каждый год столько иголок, там, коры всякой. Все падает, столько мусора. Сейчас все это уберем, застелим, прибьем гвоздями эти уже почти гнилые доски, полугнилые. Новые уже стелить не буду, надеюсь, в скором времени чем-нибудь посерьезнее материалом
укрыть баню профнастилом или листом оцинкованным. Что-то надо придумать. Такая работа бесполезная. И амбар надо также сделать. Ну, на амбар желательно шифер. Если профнастилом покрыть крышу амбара весной, вот теперь, снег уйдет с легкостью. Все вместе, ну, как бы разом. И упадет на землю, ну, как сказать, на снег, упадет на снег. И мыши с легкостью будут подниматься, скажем, вот наш амбар. И снега где-то сантиметров 70, наверное, ну, до сюда обычно. Если с крыши упадет этот снег, комок, он обязательно свалится на стену, ну, землей, и от земли до стены будет все в снегу. И мыши, эти твари, блядь, все будут подниматься на амбар. Если что там есть, перекусить, или там одеяло, там одежду, все испортят. Или что-то еще нужное. Это, как сказать, фу, аллергия заколебала она. Аллергия заколебала, пыльца летит от березы. Все, крыша готова. Часа полтора, наверное. Часа полтора работали. Лет 5 можно, и пока не думать, что он сгниет или еще где-то дырка будет. Поживем, увидим. А сейчас на этот момент пока нигде пока течь не будет.
Вот и доски готовы. Теперь будем продолжать. Хочешь пилочник, хочешь подгорбильный. Какой надо материал для постройки, если избушку или еще какие-то пристройки делать. Работа продолжается. Уже крышу делаем. 2 доски осталось прибить. Там рубероид и в нескольких местах еще 2 доски прибью сверху и хватит. Как-то так.
увидел муравья, как он трудится тоже, бедолага. Муравейник где-то метров 30 от меня сейчас. И он вот решил, что-то тащит, и оставил такой кусок. О. Вес на 3 или сколько там. Очень тяжелый, короче. Для него, я, по крайней мере, я и так считаю. Удрал муравей. Оставил. Надоело тащить, или я не знаю. Вечер второго дня. Сегодня еще переночую, а завтра уж домой. Возле костра сижу. Чай сделаем, чай вскипятим, ужин что-нибудь приготовим и спать. Где-то часа 3 гром, гроза началась, дождь шел. Печка тоже топится. Чунпете. Сейчас безветренно, ветра нету. Он как дым спокойно идет и спускается вниз. Все сыро. Все сыро. Но зато воздух более-менее свежий стал. Вовремя мы баню, крышу отремонтировали. Сейчас, наверное, дождливые дни начнутся. Он все облачно сейчас. И тихо-тихо. А такой ветер был. Туча когда шла на нас с южной стороны, с юго-востока вот. И гром такой сильный был. Не знаю, сколько сейчас, где-то 9 часов, наверное. 9 часов вечера. Эти летают как... А, вон, прилетели. Вайшнет. Весь вечер еще летал. Ладно, осталось у меня память на полчаса. На карту памяти. Включаю завтра с утра. Может, что-нибудь поснимаю еще. И все. Карта памяти кончается. О, как дым стоит. Потихоньку к земле спускается. А это тоже куда-то в лес все время смотрит. Кругом медведи шастают, блин. Так, наша постройка еще не доделана. Не знаю, видно, не видно. Не успел доделать. Дождь начался и выгнал нас с работы. Крыша есть, еще стены надо приготовить, и все.
Все, можно сказать, постройка закончена. Как вы поняли, этот кабинет для кучи, чтобы куча была в куче. А после зимы приезжаешь, куда не глянешь, везде куча она. Надеюсь, кто здесь будет ночевать в избушке моей, догадается и сходит куда надо. Все. Сегодня здесь уже делать больше нечего. Дверь, ничего не буду делать. Здесь подсматривать никто не будет. В принципе, свалил вот одно дерево, и с одного дерева вот такие доски спилил. Толщина, можно сказать, всяко разная. 25, 20, даже 30 получились. Каркас сперва сделал, потом установил, досками прибил, и все. Таким способом можно и избушки делать. Вот так. Вот такая опилки. Полоса такая осталась. Вот такое дерево было, и все ушло в материалы. Одна вершинка там осталась. Даже и убирать нечего, там кусок небольшой. Вот так, одна камля еще. Это в избушку отнести. Одна чурка осталась. Туда избушку дотащу. Вроде все постройки уже есть. Для крепости вот такие на рейках таких стоит мертво. В землю не стал закапывать. В земле дерево быстро гниет, и уже через 5 лет может свалиться. Вот такой принцип. Немножко так он наискосок сделал. Для крепости так крепче будет стоять. Все, еще территорию уберем и будем собирать вещи. Еще на будущую весну или осенью для собак новую будку сделаю. Возле избушки вон этот, как его, блядь, черника. Вот кусты черники. Вот цветет. Пока заморозков не было, надеюсь, в этом году ягоды много будет. Вот моя избушка, и вот черника. Вот кусты кругом. Еще цветки такие. Вон цветок, он выпал. Вот цветок. А вон сама ягода. Блин, как же Вот. Вон. Вот. Вот это уже ягода получается. И если заморозков не будет, и града, и лето еще, чтобы не такое засушливое было, ягоды будут, и людям будет что собирать, подзаработать. Сперва морожку собирают, дальше на чернику переходят, дальше брусника, а после брусники идет клюква. Сегодня погода, вчера дождь сильный был, часа 2, наверное, нашел. И вот сейчас испарение такое идет. Испарение, и вообще душно. Комары сразу же вот
как только сырая погода, сразу вот мой тир. Сколько дробинок и мелкашки, пули. Если не пересчитать. Каждый год пристреливаешься. Дичи нет, вот, и по банкам стреляешь. Что еще остается? Вот тропа. Сейчас грибы пойдут. В августе, в июле уже грибы пойдут. Люди начнут грибы собирать. О, видел? Куст такой. Вот это уже черника. Черника цветет. Каждый год, в принципе, он цветет, но, знаешь, погода такая, что заморозки заколебали. Каждый в июне вот начнут. Там много и не надо для ягод, для птиц, зверей. Замерзнет все. Выводки птенцов тоже глухариные или рябчиков. В прошлом году вообще никого не было. Вот избушка со стороны как смотрится. Окно идет. Окно смотрит на юг. Юго-запад, даже чуть-чуть западнее. Вон елки. Елка такое дерево, каждый год он валится, быстро гниет он. И не выдерживает под напором ветра, сваливается он. Все там. Ничего себе, вот смотри. Вот моя избушка, а вот уже здесь Мишка побывал. Куча такая. Не знаю, это проходные или здесь где-то рядом живут. В прошлом году не скажу, что видел где-то вот следы медвежья, а в этом году что-то их. И там ниже 2 поворота я показывал на видео, там как они землю рыли. И такая куча, вон смотри. Там они ели и от черники там все. Листья черники, брусники. Там ягоды, наверное, еще. Если кому стрёмно, не смотрите, но что есть, то есть. Показываю. О, буквально 30 минут, нет, 40 метров от избушки. И там у меня вот с осенью там выкидывал там мусор тоже. Тухлая рыба там оставалась. И все как бы разорванные полторашки, бутылки. Да. Ну сколько там лет так и так. Лет 7 назад, наверное, я тоже видел этих мишек. Одного, он самец, наверное, был очень крупный. Ходил там по промысловому участку и увидел на вырубке. А в прошлом году как бы, ну, чуть раньше там рубили. И вот эти пни все там роют, что-то ищет этих. А вот когда вот я здесь избушку тоже строил, вот эту избушку, вот пни, вот все эти пни оставалось. И вот осенью я дерево валил там. А на следующий год приехал, и вот этих кору он все время вот так убирает, и что-то там он ест. Я говорю, в этом году рядом где-то здесь живет. Для этого я всегда с собакой. Все равно собака, если что-нибудь учует, услышит или увидит, вон тоже вот моя баня, все рядом. И здесь муравейник был.
Его там, блин, разворотил. И насчет собаки. Вот собака всегда даст. Ты знаешь, что вот рядом где-то опасности, лаять начнет. Или еще какой знак даст. Ну, вчера баню вот перед дождем все доделал. Вон как красиво стало рубероидом. Новый рубероид. Лет 5 точно простоит. Все нормально. Каждый год надо что-то ремонтировать. Не лениться, не надеяться ни на кого. Я один, ни на кого не надеюсь. Делаю, что в моих силах. И тут, наверное, тоже вот. Ну, здесь тоже Мишка что-то искал. Стопудово. Кору здесь, наверное, что-то он тоже царапал. Он не пни, он, в принципе, любит. Копается там, ищет. Рядом, я говорю, рядом, вообще рядом. Может быть и проходной. Может и не задержится. Он все равно, медведи держатся, где вот вырубки. Где вырубки. И эти пни любят. Так. Ну ладно. Будем уже собираться. Вон черника. Не знаю, как рыскать, но кусты такие. Каждый год вот вон сколько черники кругом. Где куст, там и цветок. Может быть пустоцветы. Всяко разное бывает. Погодные условия там. Бывает так. Вон как. Вот уже черника. Вот это уже черника настоящая. И каждый год цветет. Надеешься, что будет ягода. Придет осень и ягод нету. Вот такие дела. Все, в избушке все убрано. Собрались уже домой ехать. Два дня пролетели, 2 суток, 2 ночи я здесь был. И получается 3 дня. Все в порядке, все чисто. Все убрано. Дрова сделал, заготовил там, если кто какой-нибудь попутчик переночевать захочет или еще. Потом закрою. Спасибо этому дому. Пойдем к другому дому. Так. Вещи уже все перетащил. У меня 1 рюкзак остался. Последний рейс делаю. Последнюю ходку. И все вещи уже у меня возле лодки у реки. Собака тоже ждет. Сейчас поедем. Все чисто, убрано. Амбар закрыт. Баню открытым оставлю. Пусть проветривается там сырости. Короче, все. Едем домой, да. Поедем домой. Река каждым днем успокаивается. Вода упала. Еще как. Вон я отмечал. Вот где собака. Палка там стоит. И сейчас уровень. Где-то за 2 суток упало полметра воды. Так что, если заторы, где раньше проскакивал, там они по-новому уже повыше и придется пилить. Смотрим, поедем.
Монберега, Монкай. Монберега. Прошлый раз вот там мы рубили и проскочили. Сейчас вода упала и вон по-новому уже надо пилить. Но сегодня вот здесь мы уже смогли проехать. Пролезли вот тут. Мотор не задевает. Выключили, но все, сейчас уже преград. Больше заторов нету. Поедем домой. На этом наш поход закончился. Больше снимать не буду. Всем пока. Аддиш летайте.